Штаб по вопросам прохождения отопительного сезона собрал на минувшей неделе в конференц-зале районной администрации представителей управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Совещание проводил глава района Сергей Дегтяренко. И первый вопрос повестки дня был о мерах, принятых управляющими компаниями по отношению к жалобам жильцов многоквартирных домов. Отчитываясь о выполненных работах буквально поадресно, специалисты отметили, что в некоторых случаях помочь просто не могут до тех пор, пока жильцы не приведут приборы и трубы отопления в порядок. Такая ситуация сложилась в нескольких домах, откуда как раз-таки и поступили жалобы на низкую температуру в квартирах. Перепланировка вообще обычно она согласовывается и утверждается проектной документацией. Да? Если же собственник самовольно допустил, получается, какие-то изменения, да, в системе отопления, то это все будет отрицательно сказываться на отопление вообще в целом в доме, и по квартире именно вот. Конкретно вот есть у нас адрес Маяковского, 7, да, где выходили с обследованием по замерам температурным, да, в квартире действительно температура не соответствует, но и также, да, было выявлено, что собственникам было, получается, проведена работа по переустройству системы отопления. Трубы были заменены на металлопластиковые, то есть что вообще недопустимо применять в системе отопления. Демонтирован был радиатор, да, на кухне. Также был заменен радиатор на биметаллический, то есть откуда вообще бралась расчет секции, да, то есть этого радиатора. Вот такие вот вопросы. Еще одной проблемой стала неосведомленность управляющих компаний. Оказывается, некоторые собственники решают жаловаться и писать заявки в обход них. Конечно, на вопрос о решении проблемы в таком случае коммунальщики ответить не могут. Они ведь даже не знают, что такая проблема есть. Хотелось бы отметить, прежде всего, граждане, проживающие в многоквартирных домах, у которых есть управляющая компания, при проблемах с отоплением и с иными проблемами дома, прежде всего нужно обращаться в свою управляющую компанию, либо в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании. Все контактные телефоны можно получить у нас. Они также размещены на информационных стендах в подъездах многоквартирных домов. В случае, если вы сообщили о какой-то проблеме, просьба спросить номер заявки, кем она была принята. И при нереагировании управляющей компании на вашу заявку, конечно, сообщать в управление ЖКХ, либо в Государственную жилищную инспекцию. Глава района Сергей Дегтяренко предложил провести сверку жалоб и обращений между управлением ЖКХ, управляющими компаниями, Госжилинспекцией и управлением по делам ГО и ЧС. Кроме того, Сергей Дегтяренко напомнил, что 16 февраля на территории района введен режим повышенной готовности из-за аномально низких температур. В случае непредвиденных ситуаций реагировать все службы должны очень быстро. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Вопросы о преимущественном праве и сроках подачи заявления для зачисления в первый класс задавали жители района во время прямой линии, организованной общественной приемной главы Республики Коми по Сосногорскому району. На вопросы отвечали специалисты управления образования. Главный вопрос всех звонивших – с какого числа принимаются заявления. Прием в образовательной организации у нас начинается с 1 апреля 2021 года по 30 июня. Это будет первая волна по закрепленной территории. Вот смотрите, у нас в городе есть две школы, это гимназии и кадеты, за которыми закреплена территория всего города Сосногорска. Вот. А другие школы, за другими школами закреплены конкретные улицы. У нас есть постановление от 20 января 2021 года о закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципального района Сосногорск. Оно размещено на сайте каждой школы, на сайте управления образованием. С апреля по конец июня будет проходить набор первоклассников. До 3 июля каждая школа издаст приказ о зачислении детей. Объяснила Мария Васина и то, чем отличается первоочередное право от преимущественного. В первом случае это категория льготников, а во втором, если братья или сестры будущего первоклассника учатся в данной школе, при условии их общего места жительства. Воспользоваться родитель может только одним из прав. Заявление можно подать лично в образовательное учреждение или через сайт дети11.рф. Сайт Дети11.рф, то есть школа работает на этой же платформе. То есть это одна единая платформа. Просто там работает сотрудник школы, вносит туда данные, а вы дома, например, да, там с телефона или с компьютера, вы тоже вносите данные на эту платформу.
Довериться технологиям или по старинке отправиться заполнять заявление вручную – личное дело каждого. По словам специалистов управления образования, если у родителей возникают вопросы, они всегда могут обратиться за консультацией в управление или в ту школу, которую выбрали для своего ребенка. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Родился я в Республике Азербайджан, то у меня СССР. Вот. В 1969 году, 21 марта, в семье 5 детей нас было. Отец водителем работал, мать, так как у нас район считался, ценился и по сегодняшний день виноградными. Мать трудилась на винограднике. Вот. Среди 5 детей я предпоследний, так как они все учились в национальной школе, а меня почему-то родители отдали в русскую школу. Соседняя деревня была русская. Вот я учился в той школе с 1 по 10 класс. И получается, у меня родной язык русский. Хоть я гражданин Азербайджана, там родился, родина моя, но я закончил русскую школу. Вот. И родной язык у меня русский. После окончания школы в 1986 году я приехал поступать в Россию, ну, СССР раньше был, так как хотел получить высшее образование. В 1986 году я приехал после окончания средней школы в город Иваново. 18 лет было мне. Решил поступить в вуз. 3 экзамена было. Алгебра, геометрия и русский язык, литература смещенная тоже. Вот. 2 экзамена сдал. На геометрии, как помню, не сдал, я не прошел. Это был уже 1986 год, август месяц. Вот. И раньше, может и сейчас так, я не знаю. То есть, если ты в этот год не поступил, все уже, приходится уже готовиться на следующий год. На следующий год уже как-то настроение упало, то есть я не поступил. Вот. Не стал уже поступать, все, призыв в армию, 1987 год, осенний призыв. Меня призвали, нас с Иванова забрали 28 человек, как помню, привезли нас в Нижний Новгород. Еще в военкомате говорили группа А, что за А, непонятно было. Привезли нас в Нижний Новгород, оттуда дня 3 там побыли, снег, помню, был, чистили плац, и распределили нас и отправили на юг едем. Приехали в Туркменистан. В Туркменистане нас, как помню, воинская часть какая-то была, нас там приняли баню, постригли нас, выдали форму. Как помню, за вместо 42 размера мне выдали 46 сапоги, так как уже на складе их не было. Обратно в поезд привезли Кушка. В то время и на сегодняшний день, если географию помним, самая южная точка Советского Союза считалась по географии, это Кушка была. Граница с Афганистаном 3 километра от нашего полка, где мы были в учебке. Полк номер 91015. Артиллерийский полк был. Полгода обучался там в учебке. Наводчик БМ-21. Это град, установка на базе Урала 40-ствольный. Вот. Был наводчиком. После учебки 88 год уже. Вот. И в апреле месяце нас отправили в Термез на поезде. Через Термез на самолетах нас переправили
в Афганистан. После Термеза вот, нас переправили, мы прилетели в Кундуз, как помню, бетонный, под утро было. Бетонные ограждения, плиты бетонные вот эти, с весьмишками мы. Команду дали, с самолета вышли, построили нас к забору к этому. Пыль кругом, короче, непонятно, вертолеты взлетают, садятся, тут самолеты, тут машины, эта вся техника двигается. Короче, какой-то вот баламутный такой вот, как будто кино идет, какой-то съемок какой-то вот. Вот. Тут я этих наших сослуживцев старшие, я вижу, в каком они одежде, какие там, короче, крик, там кричать, стоять, там равнять мирно, ну такие серьезные, не как там, допустим, в учебке тоже было, но тут уже, я смотрю, уже другой мир какой-то я попал. Вот, и команду дали всем вдоль ограждения вот этого бетонного, весь мешки под голову лечь, отдыхать пока. Ну там буквально, может, полчаса где-то. Пока машины пригнали, все, команду дали строиться, распределили по машинам, по сколько-то человек, все по КАМАЗам тентовые. И со взлетки повезли нас в часть. Часть находился ниже, взлетка была выше, внизу Кундуз, провинция. Спустились, как помню, потом поднялись в гору и дальше проехали. Там уже на равном месте, на равнине была часть вот эта, воинская наша. 396-96 полевая почта была у нас. Вот. И вот в этом полку мы, не гвардейский полк у нас был, артиллерийский, как батарея, мы там вместе с ними были, как поддержка была. Вот эти наши машины в одном полку с ними были. И там нас распределили, выдали бронежилеты, автоматы, короче, полное обмундирование, магазины, как помню, в учебке 30 было патронов, а тут 45-ки дали, они удлиненные. 4 магазина, у тебя здесь один в автомате, 5-й, котелок, в весьмишке там фляга на ремне, бронежилет 16 килограммов, как не взвешивал, как говорили, весом каска, короче, полное обмундирование. В основном письма шли, письма отправляли. Вот. Опять же момент, когда вот я еще с учебки отцу напомнил, я вам говорил до этого, писал, что меня отправляют туда. Как он сказал, что кроме тебя еще 2 брата служили, то есть, ну, вперед, тоже должен, как это понять? Я не в том смысле писал, что я иду туда, на войну или нет, просто чтобы знали. Потому что раньше, как знаете, была полевая почта, что Германия, что Вьетнам, что Афган, ПП и часть. Номер части. А где ты находишься, это неизвестно, пока ты сам не скажешь, не напишешь. Полевая почта, все, непонятно. В какой ты стране находишься, не знает. Никто не знает. Вот. И я также опять написал письмо, уже с Афгана, что я нахожусь в такой-то вот, в таких войсках, я наводчик. Вот. Все нормально у меня. Я не писал после того, когда я написал с учебки, что меня отправляют туда. Он написал, что кроме... Ну, это обидно мне стало. Я у тебя ничего не прошу, с моих уже понятий. Типа, почему он так среагировал на меня? Типа, ну, ему, как отцу получилось, без разницы, типа, ты должен служить. Я писал просто, чтобы знали. Я обиделся на эти слова. Буквально через неделю-две нас отправили в Афган. Я не писал письма. А тут где-то проходит буквально, месяц, не соврать, может, чуть больше. Я пишу еще письмо, что я уже тут, я уже все. Вот, стреляем там туда-сюда. И он пишет ответ. Прошло-то столько времени. А почему ты столько времени? Я говорю, я же тебе написал. Ты дал мне ответ такой, что типа, иди тоже обязан служить. Я обиделся на твои слова. Ты такой-то, ответ он пишет. Ты что, туда-сюда, чтобы писал каждую неделю, чтобы от письма. Я говорю, все понял. Честно сказать, я не знал даже, что я выхожу. Мне об этом никто ничего не говорил. Нас просто с заставы на заставу, с одной провинции на другую. Вот так перебрасывали. Вот последнее, что долго мы стояли, это провинция Айбак. Вот там мы стояли долго возле танкистов. Сказали танкистов, бомбят наших, трасса, тут горы, с этой стороны горы, посередине трасса идет, в Союз дорога. Через дорогу стояли Д-30, пушки наши тоже, а с этой стороны танкисты стояли. То есть
в них не стреляют на пушках наших. В них не стреляют, а стреляют именно в танков. И их постоянно бомбят. Духи. Поддержка им нужна. Вот нас 2 машины к ним подкрепление кинули. И вот мы там стояли очень долго. Колонна, я вижу, идет. Куда идет? Почему? Потом сказали, что колонна выходит, мы просто сопровождаем. А когда мы выйдем, я об этом даже не знал. А когда уже сами уже вот перекидками туда, и в итоге говорят, мы уже скоро на границу, как, а что, все, мы тоже вышли? Да, все, тут осталось немного. И как помню, вот встали возле Хайратона, граница как раз, река, мост, и уже все, Термес. И выстрелили, полк, помню, там стоял. Все, всем сдать контейнера, как эти КАМАЗы стояли, морфлотовские контейнера, вот такие, как помню. Все пофамильно вызывают, снимай магазин, затвор опустоши, чтобы там патронов не было. Так, патроны в этот ящик, магазины сюда, автоматы в этот контейнер. Ну, как просто грузы. Но они уже все, они, то есть, не подлежат уже, то есть, неисправно, можно сказать, после войны. Мы чистить даже некогда было, она постоянно боевая. Также и машины, вот Урал у нас. Это Лбучевки каждый день заставляли чистить стволы. А тут у нас она постоянно боевая. Что едем, что стоим, она постоянно заряжена должна быть. Вот такие моменты. Вот, все, сдали оружие, все, проверили там. И распределили по машинам, все, выезжаем, вот эти моменты тоже помню. Через мост, вот именно через Термес, все, я выезжал тоже. Ехали мы на КАМАЗах тентовые вот эти, распределили, во сколько человек нас. Все, выезжаем за мост, пипец, другая жизнь. Дети, школьники, взрослые, тут народ с цветами, короче, со всех сторон дороги. Колонна, цветами закидывают нас. Проезжаем, короче, тут музыка вся. И как помню, встали мы где-то, как пустынное место, мы уже в Союз заехали в Термес, вот, как полигон типа такой был. Там еще мы палатки выставили, сказали здесь, еще сутки побыли, и на следующий день уже все распределили, мы приехали в Душанбе, это уже у Таджикистан, тоже артиллерийский полк там был, нас там распределили тоже, но из сослуживцев, кто со мной был, туда всего, по-моему, нас приехало, не соврать, человек, может, 15 нас. В этот именно полк. Остальных куда-то распределили вот так. И мне оставалось еще дослужить. Вот. Где-то еще полгода почти. Вот. И все, в этой части мы вот дослуживали. И потом уже нас осенью все. Был приказ, все, отпустили нас домой. Я прилетел в Баку. Как помню, отец меня встретил в аэропорту. Вот тогда я увидел первый раз слезы у отца. В толпе я увидел, что я хотя не ожидал, что он даже меня встретит. А расстояние от аэропорта до нашего района 120 километров. Он приехал туда в аэропорт, встретил меня. Я в толпе увидел, что у него слезы. Это, я думаю, это слезы радости. Потому что я за свою жизнь, сколько я, 18 лет вот с родителями жил, я ни разу не видел у него слез. Там обнялись, все нормально, вот приехали домой. Ну, вот я побыл там дня 3, по-моему, дома, и все. Я сказал, что мне на учет надо встать. Я обратно в самолет, прилетел в Иваново, встал на учет. До армии я работал на мебельном комбинате в Иванове. После армии также опять устроился туда же. Работал там по 91 год. Все-таки решил учиться. Сдал документы в Ивановский автотранспортный колледж. Поступил заочно. Специальность техник-организатор автомобильных перевозок. Вот, и закончил в 1994 году. И все это промежуток я также работал на мебельном. Вот, и по 1997 год так сложилось, что я уволился там с работы. Вот, распад этот пошел Союза. Я решил коммерцией заняться. Вот я ездил через Сосногорск, вот так приехал сюда, потом поехал, семью перевез сюда, и с 97 года, получается, я здесь. Недавно даже был я приглашен в техникум, 9-й ГПТУ Сосногорска. Выступал я перед детьми, урок мужества. Вот. Я объяснял слово мужество, что за слово, от чего оно произошло, какое должно оно быть в самом деле. Слово мужество, это за собой много, то есть этапов может быть за этим словом.
Вот. И все это надо, в самом деле, сделать по-мужски, поступить по-мужски. Мужество не зависит от того, ты мужик, раз ты мужик, ты должен защищать свою честь, совесть, достоинство, Родину в первую очередь. Как раньше было, мать Родина зовет. Вот. Не обижать младших, быть в семье, также и среди общества достойным. Не кого-то там таких, за плохими поступками всегда можно успеть, а вот хорошее сделать, это не каждому дано.